Я надеюсь, что сегодня здесь, на нашей конференции, будут заслушаны очень объемные, хорошие доклады. Конференцию можно считать открытой. Главный инструктаж дан, все на своих местах. Готовились к мероприятию студенты серьезно, а оценить их труды предстоит профессиональному жюри. Первым выступает Ислам Хамчиев, студент первого курса. Энергосистема Республики Ингушетия является энергодефицитным регионом ввиду отсутствия на территории республики собственных генерирующих источников электроэнергии. Интересные факты и профессиональный жаргон. Докладчик выступает уверенно. Еще бы, материал, собранный собственными усилиями и, конечно, при поддержке научного руководителя. Несмотря на то, что у парня это первая конференция. Я отправился в Малгобек и исследовал там всю эту тему, взял себе там информацию, сфоткался и вставил это в свой доклад. Как ты оцениваешь свое выступление? Ну, я доволен своим выступлением. А жюри? 10 из 10. Да. И думаю, первое место занять. Формат конференции дискуссионный, а значит, вопросы задают выступающим и студенты, и эксперты. К слову, усердную работу здесь оценивают профессионалы своего дела. Актуальность, практическое решение, презентация, владение и подача материала. Всего на конференции 3 номинации. Первая номинация у нас нефть и нефтегазовое дело. Вторая номинация – это электротехника. И третья номинация – культурно-историческое наследие Ингушетии. Конференция дает большой стимул для наших студентов. В будущем они эти работы, научные труды могут лечь в основу дипломного проекта. Если они дальше уже поступят в институт, возможно, где-то кто-то на основе этого защитит и кандидатскую диссертацию. Основная цель конференции – поддержание актуального уровня научных разработок, расширение контактов и не только. Я считаю, что подобного рода конференции, в первую очередь, выскажусь относительно моей сферы деятельности, они помогают раскрепощаться, помогают не бояться сцены и публики. Хотелось бы, во-первых, воспользовавшись сегодняшней датой, поздравить энергетиков с их юбилеем, 30 лет, а также пожелать участникам удачи. Давай, Тубахов. Ежегодная научно-практическая конференция проходит в Топливно-энергетическом колледже уже в 12-й раз. Важная задача для студентов – стать востребованными специалистами на рынке труда, а для преподавателей – помочь им в этом. Это ежегодная конференция, она имеет очень такое позитивное, хорошее значение. Потому что люди приобретают публичный свой опыт, навыки, технические навыки речи, собирают материал. Вот я даже с полувековым стажем нефтяник, собирая материал вот по этой тематике нефть и газ, перспективы развития добычи Малгобека, нашел очень много таких идей. Я желаю им всем творческих, новаторских успехов в развитии нашего родного Малгобека. Участники конференции за эти годы стали более профессиональными в плане исследовательской деятельности, многообразными по выбору обсуждаемых проблем, а жюри более строгими по методу оценивания. Приурочена конференция ко Дню энергетика, которая международное сообщество отмечает 22 декабря. Хава Агеева, Молдгирия Хильгов, Магаз 24.